году свое 25-летие отмечает Министерство экономики Якутии. Это ведомство стоит во главе всех экономических преобразований в регионе. Принята программа социально-экономического развития республики до 2010 года. Впервые проведены международные спортивные игры «Дети Азии», которым построены крупные спортивные объекты. Образована ПАО «Алроса Нюрба». В 1998 году случился один из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Состоялась первая выездная коллегия Минэкономразвития России в городе Якутске. По итогам 1999 года впервые с 1995 года прирост ВРП составил 6,6%. В мае 2001 года утверждены основные направления социально-экономического развития Якутии. Начинается широкомасштабное развитие нефтяной промышленности. В 2001 году по инициативе Виктора Ефимова, тогда первого заместителя министра экономического развития республики, он возглавил ключевое министерство региона с 2004 по 2007 год. Была разработана программа газификации заречных районов республики. В 2004 году магистральный газопровод с подводным переходом реки Лена был введен в строй. В заречных районах с приходом голубого топлива началась новая жизнь. В 2007 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина правительство Российской Федерации утвердило первую региональную масштабную программу – схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики республики до 2020 года. Были поставлены задачи по 3 направлениям: укрепление базовых отраслей экономики, создание новых отраслей, реализация инфраструктурных проектов. Сегодня мы уже имеем реализованные проекты по созданию новых центров добычи нефти и газа на востоке страны, на территории нашей республики. Построенный нефтепровод Восточной Сибири, Тихий океан, магистральный газопровод Сила Сибири. Мы видим развитие нашего угольного комплекса, видим развитие золотодобывающей промышленности и развитие наших инфраструктурных проектов. Если говорить об энергетике, то прежде всего мы исходили из ситуации, когда на момент принятия схемы у нас было 3 локальных энергорайона, не связанных между собой. Это западный, центральный и южный якутский энергорайоны. Сегодня все эти 3 энергорайона связаны между собой уже построенными линиями электропередачи, и мы имеем сегодня возможность выхода на оптовый рынок энергии и мощности. И с 2019 года компания «Якутэнерго» успешно работает на этом рынке и поставляет электроэнергию не только потребителям нашей республики, но и потребителям объединенной энергосистемы Дальнего Востока. Это тоже вот то завоевание или тоже как результат реализации схемы 2020. На основе схемы 2020 в 2018 году была разработана стратегия развития социально-экономического развития региона до 2032 года с видением до 2050 года. План на долгосрочную перспективу, масштаб задач вдохновил на создание подобных документов другие регионы страны. Продолжительность жизни в 1995 году составляла 62 года. По итогам 2019 года это уже 73 года. И сейчас в результате реализации национальных проектов, национальной программы развития Дальнего Востока мы ставим цель увеличить продолжительность жизни до 79 лет. Уровень бедности населения в 1995 году составлял 30%. По итогам 2019 года это 17,9%. А к 2030 году мы должны сократить более чем в 2 раза уровень бедности. Считаю, что это вот основные стратегические задачи, на которые нацелена работа Министерства экономики, ну и всех органов власти республики. Министерство курирует реализацию многих государственных программ, цель которых – повысить качество жизни якутян. Также мы курируем реализацию национальных проектов в Республике Саха-Якутия. Реализацию национальной программы развития Дальнего Востока будем курировать также. У нас комплексные документы, которые разрабатываются в взаимодействии с федеральными органами власти. И
наш собственный национальный проект «Производительность труда». Ну, не собственный, конечно, это национальный проект Российской Федерации, просто Министерство экономики является исполнителем этого проекта. Рабочий день в министерстве начинается в 9 часов и длится почти ежедневно до 23 часов. Возможность отдохнуть – это сыграть с коллегами в теннис, в обеденный перерыв, выпить чашечку кофе. Средний возраст сотрудников министерства – молодые люди в возрасте 34 лет. Здесь чтят корпоративные традиции и привносят свои. Молодые специалисты в первые дни выхода на работу ставят фигурку, с кем они себя ассоциируют в свой отдел Лего-городка, модели министерства. Всегда чувствуется поддержка. Коллектив, так скажем, один за всех и все за одного. Мне это очень нравится. Мне кажется, это приоритет должен быть, в принципе, на всех, так скажем, уровнях и работы, и организаций, и вообще в жизни. В министерстве сильный совет молодежи. Несмотря на занятость, специалисты министерства находят время и на спорт, и на благотворительность. Мы занимаемся волонтерством, помогаем многодетным семьям, помогаем малоимущим семьям, занимаемся, в том числе, там у нас коллеги сдают кровь, являются почетными донорами даже. У нас министр периодически сдает, участвуем во всех этих субботниках, уборках территорий. У нас очень активный молодежный совет. Мы выезжаем периодически в Амгинский район, помогаем при сборе урожая, помогаем также зоопарку Артодойду, снабжаем их кормом для наших изюбрев. Разработка программ, анализ и скрупулезный мониторинг ситуации. За всем этим стоит труд этой молодежи. К концу следующего года, по нашим прогнозам, рост внутреннего регионального продукта должен составить не менее 3,5%. А также основными показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов населения и снижение уровня безработицы не менее чем до 6,9%. В этом году в регионе, несмотря на кризис из-за пандемии, будет введен в строй 41 социальный объект, в том числе 9 школ, 5 детских садов, 20 объектов здравоохранения, 2 объекта культуры и 5 объектов спорта. На их строительство из федерального бюджета привлечено 63,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2018 году на инвестпрограмму региона смогли привлечь 27 миллиардов рублей. За 25 лет у нас в республике построено свыше 800 социальных объектов. На это было потрачено колоссальный объем денег, это порядка 800 миллиардов рублей. Поэтому мы стараемся, хоть и пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но мы стараемся, скажем так, не снижать темпы, и в части, допустим, строительства социальных объектов и привлечения федеральных средств. Но, тем не менее, в республике до недавнего времени ощущалась острая нехватка детских садов и школ, особенно в Якутске. Министерство инициировало начало строительства таких объектов в регионе на принципах частного государственного партнерства. Одним из самых ярких примеров такого сотрудничества государства и бизнеса стало строительство Международной арктической школы. Это основное достижение, я считаю, основной результат всего коллектива Министерства экономики. Они всегда выступают застрельщиками именно инноваций, именно нововведений, нового взгляда, интересных подходов. Они все время требуют от отраслевых министерств изменения какого-то традиций. Они все время стимулируют и мотивируют нас на то, чтобы мы искали какой-то другой вариант развития событий или другой вариант нашей работы. И на самом деле именно благодаря требовательности, дотошности, как раз такому неконсервативному подходу, это, по-моему, отличает Министерство экономики. И благодаря этому в нашей республике появляются не просто точки роста, а пространство развития, целые территории, площади, я бы сказала, пространства, устремленные в будущее. Благодаря работе министерства по итогам 2019 года республика заняла 20-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Ранее республика занимала 52-е место. Рейтинг формируется по опросам субъектов малого и среднего предпринимательства.
состоит из 44 показателей по 4 блокам, оценивается телефонным опросом, экспертным опросом, и в итоге формируется интегральный индекс, который показывает, сколько баллов набирает тот или иной субъект. В этом году, конечно, мы набрали довольно-таки хорошее по сравнению с предыдущими годами, но в этом году уже будет методика меняться. С 2014 года уже экономическая ситуация в Российской Федерации поменялась, и данный рейтинг требует изменений современности. Тот же COVID, который определяет, кто будет работать и кто не будет работать, это, конечно, сказывается на деятельности бизнеса. В национальной программе развития Дальнего Востока большое внимание уделено развитию территорий опережающего развития в регионе. Министерство экономики курирует работу 2 территорий опережающего развития – Тор-Якутия и Тор-Южная Якутия. Результаты впечатляют. Сегодня у нас по факту создано 270 рабочих мест, тогда там нам ставили задание в 100. Допустим, мы сегодня по факту привлекли 3 миллиарда рублей, когда нам ставили задание в 1 миллиард. Это по Тор-Якутии. Тор-Южная Якутия – это уже добывающий Тор. Основной якорный резидент – это горно-обогатительные комбинаты группы компании «Колмар». Сегодня по факту 52 миллиарда рублей вложено. Открыты крупнейшие в мире горно-обогатительные комбинаты, фабрики. Более 7 тысяч рабочих мест на сегодня уже работает на новых предприятиях. Перед министерством стоит еще одна задача, которую предстоит решить в самое ближайшее время – минимизировать негативное влияние пандемии на состояние экономики региона. На реализацию антикризисных мер будет выделено 22,3 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда рублей на налоговую поддержку. Самый большой пласт работы – это все-таки работа с предприятиями, с субъектами малого и среднего предпринимательства. Да? Мы сейчас как раз прорабатываем совместно с Минпредом те льготы, которые могут быть предоставлены по специальным налоговым режимам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это поддержка отраслей, которые обеспечивают завоз, да, сезонный завоз грузов. Это поддержка ГУПа, ЖКХ, поддержка ЛОРПа. За каждым изменением в лучшую сторону жизни якутян стоит скрупулезная работа сотрудников Министерства экономики. В эти дни они принимают поздравления от родных и коллег. Пользуясь предоставленной возможностью, я еще раз хотел бы поздравить весь коллектив Министерства экономики Республики Саха-Якутия с этим славным 25-летним юбилеем и пожелать им претворения в жизнь всех тех планов, которые они определили в стратегии социально-экономического развития нашей республики, претворения в жизнь всех приоритетных инновационных проектов, которые обсуждаются на площадках Министерства экономики. Хочу, чтобы в Министерстве экономики всегда был творческий коллектив неравнодушных людей, коллектив людей, которые мыслят нестандартно и могут реализовывать проекты любого масштаба. Министерство экономики Якутии – это сводное, могущественное министерство, настоящий центр управления нашим регионом. Не секрет, что благодаря этому статусу его часто называют суперминистерством. Помимо своей текущей работы по управлению экономикой региона, министерство координирует реализацию ключевых инвестиционных проектов. Иногда инвестиции отделяют от управления экономикой. Это большая ошибка, потому что инвестиции – это новые проекты, а новые проекты – это экономический рост.